На телеканале «Культура» состоялась премьера передачи о традициях и промыслах коми-ижемцев в рамках цикла передач «Земля людей». Съемочная группа приезжала в Коми осенью прошлого года. Их цель – показать жизнь малых народов в современных реалиях. На примере коми-ижемцев они попытались отразить историю и повседневную жизнь отдаленной деревни. Как сохраняют свои традиции коми-ижемцы и почему молодежь так тянет в родной край – об этом знает Татьяна Супряткина. Говорят, хорошо там, где нас нет, а должно быть наоборот, хорошо там, где мы есть. Это фраза одного из героев фильма, лейтмотив сюжета. Жители отдаленной деревеньки Сизябск своим примером всем показывают, насколько притягательна Ижма своей самобытностью, отдаленностью и вековыми кочевыми традициями. Раньше и вертолетов не было, ни рации не было, ни телефонов, связи не было, и никто не знает, кто родился, кто умер. Только через год встречаются. Отец мой даже в школе не учился, в армии не ходил. Всю жизнь там был. Ну, правда, потом уже после 50 зимой приезжал домой в отпуск. Дом уже построили тогда. А раньше дома не было даже. Я в интернате прожил 10 лет, пока учился в школе. Ижемцы – глубоко верующий народ. Автора фильма потрясло, насколько сильной может быть надежда в себя и в самое лучшее. Делится моя жизнь уже, я уже делю до крещения, что я делала, как я мыслила, о чем мечтала, и после крещения. То есть это, для меня, я считаю, это я другой человек. Здесь нет той цивилизации, без чего не могут обойтись современные жители. Но сельчанам и не нужна эта зависимость. Эти люди привыкли испокон веков всего добиваться своим трудом. Река и лес – главные их кормильцы и вдохновение. В магазине я уже давно не была. Зачем, если лес рядом? Грибы, ягоды. А еще у меня по всему лесу расставлены селки на зверя. Вот этот на куницу. Раньше я еще ходила на глухаря, на куропатку, но в этом году дичи стало заметно меньше. Не знаю почему. Я не ропщу. Как Бог даст, так и будет. У меня в лесу расставлено где-то 150 селков. Каждый день обхожу их. От удачной охоты зависит, будет ли мне что покушать. Раньше я запрягала лошадь и ехала в Сизябск. Это где-то 20 километров по берегу реки Ижма. А сейчас уже лошадь запрячь не могу, приходится пешком. Ижемцы смогли сохранить многовековые традиции своих отцов-прадедов. Одни только костюмы, ежедневные, праздничные, чего стоят. На Ижме жили зажиточные люди, торговали пушниной и золотом, а потому к роскоши были привыкшие. До 6 подъюбников носили. Вообще уникален костюм тем, что любую фигуру можно сделать красивой. Как бы, если больше подъюбников, низ шире, зрительно кажется, здесь уже подчеркивается там формы, детали. Ну, конечно, выше талии носили, но все равно уже другие формы. Еще вообще костюм это чем удобен? Он выше, он идет под грудью. Беременность не видна. А где еще увидишь пимы, тобоки ручной работы, которым по несколько десятков лет, но ни одну зиму сельчане без них не обходятся. Шито, как говорят, на века. Мама шила. У меня всю жизнь мама в тундре ездила. Это женские пимы. А это мужские пимы. Это мои. По коми называется бурка. Бурка. А по-русски пимы. Это липтыча называется. Как тюльки. Тюльки. Сейчас они так хранятся, одеваются. Так. А это тобоки. Тобоки. Это 5 наоборот. Шерстью наверх. Вот так. Вот так одеваем. И завязываем. Чтобы не спадывали. И до какой температуры это выдерживает? Это зимой носят. Или 40, или 50, все равно. Все больше ничего одевать все равно. Самобытная Ижма уже покорила телезрителей. Далее знакомство с бытом и традициями Удырского района. Этот фильм выйдет на экран 20 марта. Татьяна Супряткина, телеканал Юрган.